Очень часто дети из малоимущих семей становятся объектом насмешек и издевательств других детей. На фоне этого они замыкаются в себе, либо наоборот начинают проявлять агрессию. Дети, которые живут в нечеловеческих условиях, становятся изгоями. Как с этим бороться? Как решить проблемы семей, которые живут на грани выживания? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Грани». А школа схочет на бабушке. Я вообще не знаю, банда бас حقوا عن حشن خو за доме хат за это мне всегда хат скинги хат старко то хочет курить, как вы бедные живет а сороде. Зинзла сайку я идем хочет курить. Зинзла цода на оба хочет. А это схабарт бас фила حرست حقوا بس سخارة حم بس فила ده حقوا حرست حقوا. Столица, район Депо. В нескольких метрах от проезжей части стоит неприметный дом. Никто не подумает, что за этой обычной оградой непростая жизненная история. У Марины Адлибацвижба есть дочь, зовут ее Оксана. После Отечественной войны народа Абхазии с Оксаной произошел несчастный случай. В районе Гумисты она наступила на мину, в результате чего лишилась зрения и ноги. Поговорить с Оксаной, увы, не удалось. При посторонних она всегда старается спрятаться в комнате и прикрывает лицо для того, чтобы скрыть рубцы, которые остались на ее лице. В доме проживают Оксана, ее сын и ее родители. То, как и в каких условиях они живут, жизнью назвать невозможно. أبغى تاخد كويس على حلا بس هيخوض خطاسش بيزيد ورد شوش بود والله تام وشبامم. Дом семьи Цвижба, который дали им для проживания, состоит из 4 комнат. Сказать, что хоть одна из комнат пригодна для проживания, сложно. А находиться с малолетним ребенком так вообще небезопасно. В любой момент все может рухнуть. ورخب شناس صحشوت ابني غوزام تعوي كيف سن درجة خسرك سبخشو دخل مصاب خسرة خسرة أتن بس في الله درخو بس في الله سنة سبارو أشتاق كيف سن قباق وريم أبي خوجك خرامم أبي دخل من واجي جرا كاكل سويت أريوي زنزايا نازم أنا زن يخني جاي في دينا سبعني خو وقرات بشكل مشحكة ورزق قبعك غير ورزق حمخوي وجامش نتكنا سوافنا مزم أخبا مزم ده قاضي جنات نحال يرخي كل يرخي. Многие скажут, а что они не работают, почему ничего не делают, что государство не обязано выращивать иждивенцев. Я бы с вами согласилась и добавила, что случаев, которые и правда не заслуживают внимания, немало, но не в данной ситуации. Хочу отметить, что Марине Адлиба всего 59 лет. Даже все тяготы жизни не заставили ее опустить руки. Посмотрите на кадры внимательно. Помимо того, что дом разрушен, невозможно не заметить чистоту и порядок вокруг. Назвать это здание домом просто не поворачивается язык. Здесь нет никаких условий. Вот на этом месте когда-то был туалет. Вот это вот корыто – это, по сути, ванная комната. А вот этот кран обеспечивает весь этот дом. Для того, чтобы заработать на хлеб, Марина помогает людям по дому, но в связи с пандемией сейчас лишена и этого заработка. بس أنا خلاص سدر جرى بارك خسر حرف شاب جا وآخر واحد كده رجيت يرجع زم صار سامي نخيد أخوش كيسيري. Даже при всей сложной ситуации хозяйка ведет здесь хозяйство. Вот, к примеру, здесь на маленьком участке расположен огород. Хочу обратиться к педагогам и родителям одноклассников Сандрика. Только вы и ваша мудрость могут оградить ребенка от нападок сверстников. Когда у ребенка нет денег, потому что у него нет обеспеченных родителей, не стоит его за это корить. Он не виноват, что сложились так обстоятельства. Бедность не характеризует суть человека. Любой может стать как богатым, так и бедным.
Я обратилась в разные фонды. Числится ли эта семья у них на учете? Как выяснилось, эта семья состоит на учете благотворительного фонда «Киарас». Служба Оксана путем мониторинга наша организация выявила нашу семью, поставила на учет к нам в организацию «Киарас», и они стали нашими подопечными. Служба Оксана, она инвалид первой группы, подорвалась на мине, она инвалид по зрению, у нее ноги нет, она получает пособие по инвалидности, мать-одиночка. Благодаря нашей организации мы ей установили пособие как малоимущая семья. Она еще и плюс ко всему получает пособие как малоимущая. Сумма, в общем, социальная выплата у них состоит 4000 получает сама Оксана Цвижба, плюс отец получает по инвалидности с детства 3000. У них проблема заключается во многом. У них проблема с жильем. Им негде жить. У ребенка была проблема со здоровьем. Вышел свищ, называлась болезнь у него дакриоцистит. Благодаря личным связям Абба Татьяны мы вывезли ребенка в Россию, провели операцию, успешно прошло лечение. И слава Богу, с Божьей помощью у ребенка все нормально. Для поддержания более уязвимых слоев населения Республики Абхазия, это в основном одинокие старики, малоимущие семьи, предусмотрены определенные виды пособий ежемесячные. Сегодня на учете в нашем ведомстве состоят 965 малоимущих семей. Ежемесячное пособие составляет 1000 рублей каждый месяц. Забегая вперед, хочу отметить, что на учете фонда «Киарас» только по Сухуму стоят 109 многодетных семей, и все они нуждаются в помощи. Сухум, старый поселок. Вот на этом участке расположено полуразрушенное здание. В нем проживает многодетная семья с малолетними детьми. Давайте посмотрим, в каких условиях они здесь существуют. Дом непригодный для проживания, никаких условий, 5 детей и 7000 рублей для того, чтобы выжить. Елена Гарузняева живет в Абхазии уже больше 30 лет. Ни во время войны, ни после она из Абхазии не уехала, осталась же здесь. Да и ехать было некому. Детдомовская. Война началась, я здесь осталась, я никуда не смогла уехать. Родных нет, никого нет, близких нет, так я и осталась в Абхазии. На Комсомольском я жила, на Дзидзаре, я там жила. Там знакомая была одна, она русская была. Она, когда уехала в Россию, она мне дала временно жить. Потому что я пока без семьи была, детей не было, никого не было. А потом я так и замуж вышла, и дети там появились, и все, я там до 2002 года была. И потом, когда она приехала, я сюда переехала, на старый поселок. Мне тоже знакомые дали, сказали, что я здесь жила. Вот так и живу. И касаемо второй семьи, Разняева, они у нас тоже путем мониторинга, наша организация выявила эту семью, поставила нам на учет. Естественно, у них проблемы с жильем. Ведется работа в том, что как-то им облегчить поиск жилья, можно так сказать. И участвуют они также во всех акциях. Она получает выплату как мать-одиночка. У нее 3 несовершеннолетних детей, 2 совершеннолетних. По пособиям по многодетным семьям, сегодня у нас многодетная семья до 5 детей составляет ежемесячное пособие 500 рублей на каждого ребенка. Семьи с 6 и до 9 детей составляет у нас 1500 рублей, где дети, семьи категории, которые более 10 детей совершеннолетних, и ежемесячное пособие составляет 3000 рублей каждому ребенку. Семей до 5 детей у нас сегодня составляет 4965 семей.
С 6 и до 9 детей составляет 72 семьи у нас сегодня. Более 10 детей, одна семья сегодня у нас на учете. Нету работы. Вот старший сын уже как с армии вернулся, вот ходит, ищет, и нигде нету работы такой, чтобы мог бы он поступить куда-нибудь работать. Дом тоже не могу устроить ничего, возможность нету, работы не имею, только на детские пособия, чтобы это тоже на них все трачу, что получаю, на них трачу, на дом ничего не могу делать, собирать тоже не могу деньги. Сколько вы получаете пособия? 7 тысяч получаю. Это общая сумма? Да, общая сумма 7 тысяч, вот так получаю. Это вот вы эти. как мать-одиночка за 3 детей? Как мать-одиночка и многодетная я получаю 6 тысяч. А еще Красный Крест, ну вот раньше же давали Красный Крест, вот оттуда 1000 еще они дают. И получается всего 7 тысяч. Но это только мне хватает только на еду, чтобы их кормить. Побывав в гостях у Елены и ее детей, сложно представить, что в нашей маленькой стране дети живут в таких условиях. При этом дети добры, воспитаны и приветливы. Марат, А, о чем ты мечтаешь? чтоб хорошо жить с братьями и сестрами. Что касается государственных целевых программ, обеспечения жильем отдельных категорий граждан и государственная целевая программа «Жилье-2021», на сегодняшний день они приостановлены в связи с отсутствием финансирования данных программ. Государству не предоставляется возможности на 2020 год профинансировать данные программы. Со следующего года уже будут решаться возможности его финансирования и дальнейшей работы. А самое интересное, что за все то время, что я общалась с Еленой и узнавала подробности ее жизни, она ни разу не пожаловалась на свою жизнь. Как отметила Елена, для нее сейчас главное – это получить прописку для того, чтобы ребенок смог пойти в школу. Да и дом, в котором она с детьми проживает, нигде не числится. Получается замкнутый круг. По сути, 3 малолетних детей, не говоря о старших, на сегодняшний день являются детьми без определенного места жительства. До этого у меня-то не были проблемы, у меня была прописка там же, я же там жила, и прописка там была. Но когда я уже ушла туда, там их совхоз вот это, он тогда меня и выписал оттуда. Я хочу сюда прописаться, в этот же дом. На этот дом документы у вас собраны? Да. Как вообще у вас, что с этими документами? Ну, не знаю, вот наш этот, где я собирала, он мне помог все собрать. Но они говорят, что этот дом не числится нигде, вот где я сейчас живу. А вот который числится вот там тот дом, он, говорит, списанный, уже не относится ни к чему, говорит, он списанный. Ну, он мне сделал на мою фамилию эти все документы. И Для вот, того, чтобы оформить вот да, это, на вот этот меня, дом. на мою фамилию, чтобы оформить на меня этот дом. Но они сказали, говорит, временную прописку надо А сухумскую. кто-нибудь приходил, проверял вообще, дом пригоден к Нет, жилью? Что-нибудь никто не проверялись? приходил, просто я сфотографировала этот дом и туда приложила, в этих документах фотографии приложила. И все, а так ко мне пока никакая комиссия не приходила, никто не приходил. Вообще у вас есть какие-то условия, ванна, туалет? в Нет, доме, вот что? я временно баня сделала. Эта баня тоже с этим делаю, шлангом набираю бак, потом делаю в ток, а ток что нагрею, и все, она горячая вода. Это придется потом мне обратно его помещать, эту холодную. Ну так временно сделала, все, а больше ничего не могу. И баню не могу сделать. Иногда бывает вообще, если они, когда холодно или что, я вообще не могу их купать даже. Так, чтобы я этот дом делала, я бы этот дом сделала бы. Ну, я боюсь, сделаю, потом государство у меня отнимет, а я буду всю свою душу в этот дом влаживать. А зачем мне это надо, если я обратно на улице останусь? Из-за этого я не хочу ничего пока делать. Вот когда будут на руках документы у меня, что этот дом уже мой, тогда хоть я могу и снести этот дом, и двухэтажный дом тоже построить. Как-то своими средствами что-нибудь уже могу что-то сделать. А так я пока
Вот временно могу покрасить, побелить, что-нибудь сделать, а так больше ничего не могу сделать. Даже вот участок такой маленький, тоже не могу ничего там посадить, там целый год болото, всегда вода, 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 и ничего не растет. В связи с возникновением вируса и проводимыми социальными процессами в ходе вируса выявились очень многие одинокие семьи, то есть одинокие старики пожилые, которые не обращались к нам и даже не знали о такой возможности, что можно обратиться, и по ним будут проводить социальное обслуживание. То есть, и такие семьи у нас сегодня имеют место быть, и по ним также будет проводиться работа, выезды, составление актов, жилищно-технического обслуживания и так далее. В развитых странах бедность напрямую не угрожает жизни ребенка. К примеру, немецкие дети, живущие в малоимущих семьях, не испытывают ни голода, ни холода. В частности, дети из бедных семей зачастую оказываются в социальной изоляции. Родители не могут нанять репетиторов, устроить детей в какие-то дополнительные кружки. А что же в нашем случае? Как тогда быть нашим детям, которые знают, что такое голод и холод? Уровень нищеты, если не растет, то не идет на убыль. Социальные лифты, по сути, закрываются. В этих условиях нашей реальности призывы к демографии выглядят как минимум насмешкой. С вами была Рената Шакая.